Здравствуйте, весы! Вы на канале Ксения Таро. И сегодня делаем ваш второй расклад на период с 30 сентября по 6 октября. Настраивайтесь на расклад. Итак, весы. Настраиваемся и начинаем. Общая энергия. Двоечка динариев или двоечка пентаклей. Это энергия сомнений, противоречий внутренних и какого-то незавершенности периода, как замкнутый круг, да. Вот. Ну, давайте будем смотреть, что же у вас там такое происходит. Итак, весы, финансы и работа. Ну, здесь довольно-таки положительная карта. Девяточка жезлов. Она говорит о своеобразном триумфе, об успешном завершении какого-то дела. Но и при этом вы все равно недовольны. Смотрите, успешное завершение дела будет, да, вот на данном периоде. Но также на вас будут возложены какие-то очень большие обязательства, очень большая ответственность, дело, которое будет требовать терпения, выдержки, выносливости, да, и вы очень недовольны будете чем-то, что-то, ну, то есть вы можно трактовать так, да, что вы недовольны ситуацией, то есть вы не хотели бы брать на себя эту ответственность, но приходится. Это как потеря своего комфорта, да, вас достают из зоны комфорта. Вот. Ну и, конечно же, противоречие, надо ли оно вам или не надо, потому что, по сути, это как бы, ну, то есть вам доверили, значит, в вас верят и знают, что вы справитесь с поставленной задачей, а вам как-то не очень хочется, вам бы тише едешь, дальше будешь, вот так бы, да. Если мы смотрим с точки зрения финансов, вот тут двоякая ситуация, очень двоякая, потому что здесь вроде как есть надбавка, есть положительная динамика развития, да, финансового, то есть вроде как все хорошо, но в то же время наступает момент у вас какой-то спонтанный, внезапный, где вам придется поумерить свои траты, потому что, ну, это как бы объяснить, происходит непредвиденная ситуация, в которую вам приходится вложиться, на которую вам приходится потратиться, понимаете, и дальше умерить свои траты, и дальше у вас еще есть шанс и утраты финансов, то есть деньги и пришли, и ушли, дополнительные деньги и пришли, случилась какая-то ситуация, потребовала от вас дополнительных вложений, потом вы понимаете, что так, теперь надо подзавязать поясок, а помимо того, что подзавязать поясок, у вас еще и опасность утраты финансов, то есть в каком плане утраты? То есть придется, ну даже не придется, это могут быть даже кражи, понимаете, в чем дело? Даже кражи, может быть и такое. То есть будьте бдительны, будьте осторожны, следите за своими финансами, не доверяйте нехорошим людям. Вот такая вот история. Ну что же, давайте будем смотреть, что у вас с точки зрения личных отношений. Весы, личные отношения. Рыцарь кубков. Ну, рыцарь кубков — это буря эмоций какая-то, да, любовных. Шестерочка динариев — это помогать. Так, помогать своему любимому человеку финансово. Финансовая поддержка с вашей стороны понадобится вашему любимому человеку, дабы выйти из сложившейся ситуации. Сложившаяся ситуация сложная. Да, это как, ну, восьмерка мечей, она, как правило, показывает заточение, взятие под стражу или что-то такое, но это не обязательно, что все будут там арестованы, да. Это своеобразное лишение свободы действий. То есть, чтобы вашему человеку любимому помочь выйти с этого состояния, вы будете оказывать ему непосредственную поддержку. Также, я же говорю, шестерка динариев может говорить о том, что вам придется финансово содержать своего любимого человека некоторый период жизни. Данный период, на который мы сейчас делаем расклад, да. Но при этом вы преисполнены чувств, преисполнены любви, как бы у вас все положительно, но единственное, что вы работаете тем самым крепким плечом для своей второй половинки. Вот такая вот история. Также такой расклад может говорить о том, что как раз вам потребуется вот эта вот поддержка, дабы выйти из затруднительного положения. То есть в поддержке будете нуждаться именно вы, и именно ваш любимый человек будет вам помогать выйти из этой ситуации. Так, давайте посмотрим, что же по финансам. Ой, по финансам, прошу прощения. Давайте посмотрим, что по здоровью. Вопросы здоровья, весы. Весы, вопросы здоровья. Ну,
смотрите, вот какая интересная история. Все, чего стоит опасаться вам, это какой-то токсикации организма. То есть, возможно, отравление, возможно, проблемы с похмельем, да, и в принципе все при этом. Но по связке данных карт, так как здесь есть еще двоечка кубков, это возможно оказывать помощь человеку в лечении. То есть потребуется ваша поддержка какому-то больному человеку. Вот такая вот история. И будете помогать ему в этом, будете помогать в выздоровлении. Также для тех, кто был болен, двоечка кубков говорит о том, что вы идете на поправку, и вы уже интуитивно сами ощущаете и понимаете, что вам нужно для того, чтобы ускорить этот процесс. То есть это как самоисцеление. Совет для весов. Совет для весов. Ну, а здесь совет по большей части к личным отношениям имеет связь с личными отношениями, да, потому что по королеве кубков речь идет о выборе сердцем. И смотрите, какая история, да, человек, который вам дорог, возможно, у него предвидится какая-то поездка, да, отдаление от вас, возможно, вам светит некоторый период, да, отношения на расстоянии, и вы сильно по этому поводу переживаете, но и в то же время, да, у вас как новая волна отношений, ну вот здесь вы были преисполнены чувствами, да, и вот пытались максимально вложиться, или наоборот ваша пара пыталась максимально вложиться. Вот здесь о том и речь, да, что больше уделите времени друг другу действительно, если уж так слаживается, что ваш любимый человек в ближайшее время должен отбыть куда-то. То есть посвятите время друг другу, проявите какую-то инициативу, возможно. Ну, паш жезлов всегда нам, в принципе, говорит о инициативности какой-то, да, об сексуальном влечении очень мощном и тому подобное. Для тех же, кто одинок, здесь речь идет о том, что если вы хотите заполучить свою пару, то не ждите, что она сама вас найдет. Вам нужно проявить инициативу. Если есть на горизонте человек, с которым вы хотели бы отношений, а он все бездействует, проявите инициативу самостоятельно. Вот такая вот история. Вот такой вышел у вас совет. Ну что же, дорогие весы, для того, чтобы максимально положительно у вас все отыгралось и острые углы по максимуму сошли на нет, чем же мы таким вам перекроем это все? Давайте перекроем вам все-таки карты триумфа. Девяточка жезлов. Хотя нет. Не триумф. Перекрываем вам все-таки двойкой кубков. Объясню почему. Потому что вам понадобится поддержка здесь и близкого вашего человека. Эта карта очень располагает отношениям. И, в принципе, поддержка близких на данном периоде. Поэтому, вот, чтобы вы ее всегда получали и ощущали, что вы не одни в этом мире, вот, пожалуй, вот так мы вам и перекроем. Ну что же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, отписывайтесь в комментариях, как у вас отыгрываются расклады. И за личным раскладом обращайтесь ко мне в Телеграм. До новых встреч!